В Усть-Вымском районе открылись 2 новые животноводческие фермы на 100 голов каждая. Это значимое событие не только для муниципалитета, но и для всей нашей республики, отметил глава, который лично поздравил аграриев со знаменательным событием. Будущее сельских территорий во многом зависит от развития агропромышленного комплекса, поэтому власти республики стараются уделять этому направлению особое внимание. Ольга Коняева продолжит. Мой край, ты в сердце моем навек, живи 100 лет. Завершение строительства стало настоящим торжеством. Новые предприятия действительно праздник для села. Это продолжение жизни и перспективы на будущее. Мы действительно неплохо поработали в этом году. Были выделены 54 миллиона на 5 грантов. 2 из этих гранта Усть-Вым забрала себе, в общем, абсолютно правильно. Забирать должны те, кто может осваивать, те, кто умеет это делать, тот, кто ответственный за результат и знает, что не просто взять деньги, а основной фокус – это деньги употребить в дело, чтобы это дело начало работать. Поэтому абсолютно будьте уверены в том, что в ближайшие 5 лет мы с этого пути не свернем. 2 усть-вымских фермера стали рекордсменами по темпам строительства. Вместо 2 лет, которые даются по условиям грантовой поддержки, на все про все ушло 4 месяца. Это рекордно короткие сроки. Одинаковые проекты в 2 селах Усть-Вым и Окват реализовал один и тот же подрядчик из Ижевска. Хотя только в июле этого года аграрии получили грантовую поддержку по линии регионального Минсельхоза на создание семейных ферм. Гранты предоставляются государством на конкурсной основе, и размер их составляет 60% от стоимости проекта. Средний объем поддержки на одно фермерское хозяйство составляет около 12-15 миллионов. Арас Набиев с супругой сельским хозяйством занимаются 10-й год. Начинали с 6 буренок. Сегодня в стаде 230 голов. Сегодня объем удоев в хозяйстве составляет около тонны в сутки, да? Поэтому он взят запасом на 2 тонны, для того, чтобы была возможность расширяться. Сырье поставляют на Сыктывкарский молочный завод. Теперь для размещения рогатых в хозяйстве 2 помещения, потому в планах увеличение поголовья. Есть ответственные кадры, хорошие поля, сенокосные угодья. Технику надо обновлять, и обновляем потихонечку. Вот сегодня в этом году купили трактор с погрузчиком. А на будущий год, думаю, что какие-то там еще надо будет техники, такая, чтобы надо мощный плуг, надо мощный трактор, чтобы это самое, вот это короткое время, сухую погоду, чтобы успеть спахать, дисковать, сеять. Семейная ферма в Окваде тоже одна из крупных в районе. Предприниматель Емзари Дарсали 2 года назад открыл цех по производству сыра. Это помимо молока и мяса. В этом году на пробу посеяли еще 40 гектаров овса и других культур. Хотим всех племенных скот вот сюда, 100 голов, чтобы увеличить. Это самое главное чтобы могли фермерские хозяйства жить. В дальнейшем это самое основное, это молоко. Программа поддержки семейных животноводческих ферм востребована в регионе. Благодаря грантам за 8 лет реализовано 20 проектов. Это механизация процессов, увеличение поголовья и объемов производства в крестьянско-фермерских хозяйствах. Ну и, конечно, несколько десятков новых рабочих мест на селе. Ольга Коняева, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.